Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшев Шара. Расскажем коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Сеть аптек «Ракета Маркет» и благотворительный фонд «Ашана» запустили совместную благотворительную акцию. В альманах вошли произведения 5 абхазских поэтов: Вахтанга Абхазо, Владимира Зантария, Анатолия Лагула, Гунды Сакания и Илоны Квициня. Верховный суд Абхазии отменил замену наказания по делу Беслана Авицба. Президиум Верховного суда удовлетворил надзорное представление генерального прокурора Адгура Агрба. Напомним, ранее Сухумский городской суд признал Беслана Авицба виновным в присвоении и мошенничестве на сумму более 144 миллионов рублей и приговорил к 12 годам лишения свободы. Однако кассационным определением наказание было заменено на штраф в размере 1,5 миллиона рублей. Решением Президиума Верховного суда кассационное определение отменено, а приговор Сухумского городского суда оставлен в силе. В МВД направлено поручение о задержании осужденного для приведения приговора в исполнение. Сеть аптек «Ракета Маркет» и благотворительный фонд «Ашана» запустили совместную благотворительную акцию «Месяц добра». О целях акции в материале Адисы Сагария. Аптек «Ракета Маркет», благотворительный фонд «Ашана» запустил акцию «Месяц добра». Что в этом заключается? Каждый покупатель в этой аптеке имеет возможность приобрести пакет добра. Тем самым он может помочь подопечным фонду «Ашана». Я тоже присоединюсь к этому доброму делу. Хочу приобрести 2 пакета, пожалуйста. Конечно. Будьте добры. Спасибо вам большое. С 1 ноября сеть аптек «Ракета Маркет», благотворительный фонд «Ашана» дали старт совместной благотворительной акции «Месяц добра». Цель инициативы – объединить усилия для помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, отметила уполномоченный по правам ребенка в Республике Абхазия Мактина Джинджолия. Мы более 3 лет проводим акцию «Месяц волонтерского фандрайзинга». Сеть аптек «Ракета Маркет» ежегодно принимает в ней участие. В этом году они предложили новую инициативу, запустили акцию «Пакет добра». В течение всего ноября каждый покупатель в аптеках «Ракета Маркет» сможет присоединиться к благому делу, приобретая у кассы специальный пакет добра в дополнение к своим покупкам. 100% средств, вырученных от продажи пакетов, будут направлены в фонд «Ашана» на реализацию программ помощи детям. Принять участие в акции могут и предприниматели. К акции «Месяц волонтерского фандрайзинга» уже присоединились различные кафе, рестораны, такие как «Чайка», «Бристоль». В этом году также присоединились «Мама из Пеклага», кофейня. Уже 2-й год нас поддерживает семейная пекарня Янина. Я призываю всех, у кого есть свой бизнес, кафе, рестораны, аптеки, каждый может принять участие и предложить свою форму участия, выбрать какую-то позицию товара, либо услуг, либо все 100% вырученных средств направить в наш фонд, либо выбрать определенный процент. Любая сумма, любая поддержка имеет значение, в том числе информационная поддержка тоже. Пакет добра – это не просто покупка, а простой и эффективный способ внести свой вклад. Каждый такой пакет – символ надежды и поддержки для тех, кто особенно нуждается в заботе и внимании. Не хотите приобрести у нас пакетик? Да. Пакетик добра. Этим занимается фонд «Ашана». Все средства, которые вы оплатите, будут перечислены в фонд. Спасибо. Возьму. Мы очень рады стать доброй частью инициативы с проектом фонда «Ашана». Почти каждый покупатель приобретает, то есть все согласны. Вы рассказываете им об этом, да, или как они узнают? Мы проговариваем, что у нас есть акция, и покупатели знают и приобретают. По словам Мактины Джинджолия, данную акцию планируют проводить ежегодно. Адиса Сагария, Ахрамичба, Абхазское телевидение.
Коллектив контрольной палаты 5 ноября отмечает 15-летие создания организации. Спикер парламента Лаша Ашуба выразил благодарность сотрудникам палаты за вклад в развитие системы государственного финансового контроля страны. Высоко ценим ваше сотрудничество с российскими коллегами, которое укрепляет потенциал ведомства и служит развитию отношений между нашими странами, отмечается в поздравлении спикера. В Национальной библиотеке имени Папаскир прошла презентация 47-го издания международного литературно-художественного альманаха «Рукопись», в который вошли произведения 5 абхазских поэтов – Вахтанга Абхазоу, Владимира Зонтария, Анатолия Лагула, Гунды Саканя и молодого автора Илоны Квициня. Подробнее в материале Аэлиты Арутюнян. Литература – это всегда способ открыть для себя что-то новое и с интересом провести время. И совсем не важно, откуда пришло то или иное произведение. Главное – его содержание. Благодаря сотрудничеству Союза писателей, Ассоциации писателей Абхазии и Союза писателей России у читателей двух стран есть возможность знакомиться с творчеством российских и абхазских писателей и поэтов. Так, в последний номер международного литературно-художественного альманаха «Рукопись» вошли произведения 5 абхазских поэтов – Вахтанга Абхазоу, Владимира Зонтария, Анатолия Лагула, Гунды Саканя и Илоны Квициня. Помимо того, что сама публикация важна, важен еще факт, что это одно из звеньев вот такой творческой цепочки, которая достаточно активно последние годы развивается. И это очень здорово. Значит, есть люди в России, которых я называю подвижниками, которые любят нашу республику, ценят ее культуру, литературу и оказывают максимальное содействие. Это содействие и в части переводов, соответственно, бесплатных и так далее, и в части продвижения наших литераторов на международных площадках, и в части публикаций. Владимир Делба отметил важность публикации и вместе с этим поблагодарил главного редактора международного литературно-художественного альманаха «Рукопись» Игоря Елисеева. Процесс возрождения литературных связей, он очень важен. И иногда мы сами, абхазские писатели, еще не вошли в ритм, проявляем некую инертность. Вот от этого надо уходить и пользоваться тем, что российская интеллигенция относится достойно к нам и достойно оценивает уровень нашей культуры. Стоит упомянуть о том, что в России с 2020 по 2025 годы выпускались другие произведения писателей нашей республики. Например, сборник произведений абхазских писателей под названием «Абхазские рассказы», сборник стихов современных абхазских поэтов «Сухумская крепость». А Союз писателей Абхазии сейчас готовит к изданию сборник стихов современных российских поэтов в переводе на абхазский язык под названием «Луна и море». Аэлита Арутюнян, Надица Сагария, Раму Камке, Абхазское телевидение. 10-й юбилейный большой этнографический диктант прошел в Абхазии 5 ноября в Сухумской школе номер 3 и Галской школе номер 1, а также в Вагу на площадке дирекции Всемирного фестиваля молодежи. В диктанте приняли участие 20 студентов. Задания диктанта были оформлены в виде теста. Впервые в истории диктанта свои вопросы по видео задавали участники специальной военной операции. Традиционно результаты акции будут подведены 12 декабря, в День Конституции Российской Федерации. Организатор акции – представительство Россотрудничества в Республике Абхазия при поддержке Министерства просвещения. Этнографический диктант представлен в 2 вариантах – для школьников и для взрослых, для молодежи. Наши студенты отвечают на вопросы для взрослой аудитории. Они, конечно, сложнее, но и ребята умнее, опытнее. Здесь представлены разные факультеты, в том числе с исторического. Я думаю, что ребятам как раз будет интересно с такой неформальной стороны подойти к тем знаниям, которые они получают в ходе обучения. Почему именно в этом году решили сделать это для Абхазии? Потому что вопросы содержат в том числе нашу общую историю, Великая Отечественная война, какие-то вопросы про этнос, про национальности. Поэтому мы считаем, что важно проводить это и нашей молодежи доносить, заинтересовывать нашу общую историю, наши традиции и корни.
В здании Сухумского колледжа полным ходом идут ремонтные работы волонтерского центра, открыть который планируют здесь в начале декабря. Проект центра принадлежит финалистке конкурса управленцев команды Абхазии Саманте Делба. Планируется, что центр станет единой платформой для координации добровольческих проектов в Абхазии. Он не только будет содействовать популяризации волонтерской активности, но и возьмет на себя обучение добровольцев, реализацию проектов в сфере социального, экологического, событийного и чрезвычайного волонтерства. Мы находимся в здании Сухумского государственного колледжа, где ведутся ремонтные работы в будущем волонтерском центре. Это место будет точкой притяжения всех существующих и будущих волонтеров. Данное место будет местом для добрых дел. Сюда можно обращаться за помощью и предложить свою помощь. Мы хотим, чтобы данный офис он был не каким-то бездушным офисом, а местом силы и добра. Центр будет открываться при помощи и поддержке ОНО «Россия – страна возможностей», Ассоциации «Добро РФ» и, конечно, при поддержке руководства и директора данного колледжа, которая, услышав наше предложение, не осталась в стороне и предложила это помещение. Ремонтные работы завершаются к концу ноября. Открытие волонтерского центра будет 5 декабря. Конечно же, хотелось бы, чтобы со всех районов, городов Республики Абхазия сюда стягивались волонтеры. Это будет центром волонтерства вообще. Центр будет работать по различным направлениям. Здесь будут скапливаться волонтеры Победы, волонтерская рота, волонтеры-медики, экологические волонтеры, а также волонтеры науки. В конкурсе на лучший ландшафтный проект Апельсиновой улицы команды Абхазии победили Олег Чедия и Наала Ломия. По словам главного архитектора Сухума Беслана Богателя, их работа пока представлена в виде концепции. Впереди детальная проработка проекта. Идея создания Апельсиновой улицы принадлежит Тимуру Ласурия, финалисту конкурса команды Абхазии, который представил концепцию на встрече с Бадрой Гунбой и Сергеем Кириенко. С тех пор проект получил поддержку городских властей и стал частью программы по развитию комфортной городской среды в Сухуме. Хибла Возба назначена директором Государственной хоровой капеллы Республики Абхазия. Приказ подписал министр культуры Даурковы. Ежегодная совместная осенняя выставка юных художников из Сухума и Липецка открылась в Сухуме. На экспозиции представлено более 80 работ молодых талантов из Абхазии и России в возрасте от 6 до 17 лет. Посетители выставки имеют возможность насладиться множеством стилей и техник, которые использовали юные художники в своих произведениях. Юная гимнастка из Абхазии София Боджгуа примет участие в престижном международном турнире Кубок Небесной Грации Бейджин Топ Open 2025, который пройдет в Пекине с 12 по 14 ноября. В условиях отсутствия дипломатических отношений между Республикой Абхазия и Китайской Народной Республикой наша гимнастка будет выступать в нейтральном статусе под флагом Небесной Грации. В завершение выпуска расскажем о погоде. В четверг, 6 ноября, в Абхазии не ожидается осадков. Температура воздуха ночью 5-10, днем 15-20 градусов тепла. Температура морской воды плюс 17 градусов. На этом информационный выпуск Амшикшара подошел к концу. Всего хорошего, до новых встреч.